Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и сегодня в студии Осетия ТВ каскадер Эльбрус Уртаев. Эльбрус Уртаев – уроженец Северной Осетии, каскадер, актер, член Всемирной ассоциации каскадеров. На его счету постановка трюков с лошадьми к десяткам фильмов, в их числе ленты известнейших режиссеров. «От заката до рассвета» Квентина Тарантино, «10 тысяч лет до нашей эры» Роланда Эммериха и другие. Уже более 20 лет живет в ЮАР. Женат, воспитывает 3 детей. Эльбрус, здравствуйте. Приветствую. В Осетии вы не живете уже лет 20, да? Вы приехали давно уже в Южную Африку, и сейчас повод для визита у вас такой очень приятный. Вы привезли сюда легендарного Чингачгука, да, Гойко Митича. Вот как прошел этот визит и с какими, наверное, словами уезжал? Буквально вот 1,5 года немецкая компания снимает фильм про индейцев, и тот же великий Гойко Митич вот в одной из ролей. То есть мы даже в фильме, то есть у меня много персонажей было там, то есть не только, вот, но одна из персонажей, когда мы вместе, вот кусочек этого фильма, мы были 2 вождя. И вот мы как-то познакомились, очень так мы сдружились, и вот какой-то родной даже, вот вроде ЮАР, но опять-таки же он в соцстранах, и мы очень приблизились, и то есть как-то общение у нас началось. И то есть я много был знаком со многими, но вот как человека узнав, у кого он был не только мой кумир, я думаю, мы выросли на его фильмах, да, все поступки как-то пытались. Ну, в принципе, получилось так, что одна из задач у меня была как-то все же ознакомить его с осетинским народом, привести его на родину в гости, как-то, чтобы порадовался осетинский народ ему визиту. То есть я ему предложил вот такое, да, он сюда среагировал как-то очень активно, да, и вот начал планировать как приезд Гойко вот сюда в гости. И благо все успешно прошло у нас, ему очень-очень понравилось, да, был очень доволен, то есть такое он пережил буквально за короткое время, за 2-3 дня. То есть он, как мне сказал, такое я давно, то есть никогда даже не встречал такого гостеприимства нашего народа. То есть впечатления вот за короткое время у него были очень-очень большие. Ну, теперь, говоря о вас, вы уже с 93-го года живете в ЮАР, так? Ну, да. Вот как так получилось? Почему именно там и вот, почему все-таки решили там остаться? Ну, моя деятельность, то есть я начинал работу у Тугановых, у Дзираси Тугановых, да, много друзей у меня до сих пор здесь, с кем мы работали. Я всех хочу поприветствовать, кого я не видел. Вот. Потом перешли на работу в театр «Каскадер», Московский театр «Каскадер», Кантемирова Мухтарбека, да, где мы очень долгое время работали. Но опять-таки мы ездили очень много по гастролям. И одна вот приглашение мы получили вот уже отдельно, то есть конная группа с друзьями. Это был Туаев Геннадий, Ирбек Пирсаев, то есть группа небольшая. Алан Тогузов, нас пригласили в ЮАР на очередные гастроли. И вот так мы попали в Южную Африку. Ну, по истечению работы, то есть там какие-то контракты уже пошли, и подольше мы задержались. По истечению этого решил я как-то остаться и посмотреть, как получится в Южной Африке, как вот по работе. То есть там предложения из кино, и вот так у меня как-то влился в этот мир. Ну, тем более вы всегда говорите о том, что там встретили свою вторую половинку, и это тоже как-то вас... Это одна из главных, да, то есть как-то я... То есть на сегодняшний день семья у меня, дети, да, то есть как-то уже и привык там. Ну, тягость всегда к родине, всегда она остается и всегда будет. Поэтому навещаю. Ну, как часто получается приезжать? Почаще как-то, ну, раз в год, иногда так 2 года раз. Ну, пытаюсь когда, то есть время бывает, возможности, пытаюсь как-то навестить. А детей своих привозили сюда уже? Не всех, да, как-то младшего привозил, он маленький совсем был, да, то есть впечатление до сих пор он это помнит тоже. Ну, надо как-то всех пригласить сюда, как-то привезти, чтобы посмотрели, откуда
выходец. Да. То есть интересно это все тоже. Вот вы уже 20 лет живете в ЮАР, да, и, скорее всего, уже не так часто говорите по-русски, ну и так далее. Ну да, вот иной раз, кстати, я уже так думаю. То есть 20 лет, то есть разговаривая на английском, уже человек отвыкается от общения на русском, и тяжело бывает. Вот думаете, на каком языке? Ну, думаю, на своем, да, непосредственно. Но все же вот постоянное общение вот на английском, на том языке, в какой стране, да, и уже привык тоже к этому. Ну, а известно, что ваши дети тоже уже в седле, и причем с самого раннего возраста. Вот почему они сели в седло? Вы как-то их посодействовали вот тому, чтобы они тоже занялись конным спортом? Или как-то они сами захотели? Не, у меня, во-первых, среда такая, у меня вот свое конное ранчо, то есть сам Бог велел, то есть вырасти. То есть дети у меня, я могу даже так смело сказать, что они начали даже на лошадях ездить, нежели ходить, то есть с малого очень возраста. То есть они растут с этим прекрасным животным, да, видят это все, ездят. Я непосредственно пытаюсь все как-то отдать свое, чтобы какое-то продолжение, да, несли. И на сегодняшний день, то есть старшие мы уже, они участвовали в фильмах, младший все пытается, ну еще маленький, но уже тоже в этом же русле идет. Ну вот вы рассказывали до этого в интервью, что ваша старшая дочь уже дублировала такую известную актрису Риз Уизерспун в фильме «Воды слонам». Вот она не хотела бы перестать дублировать кого-то, да, и, наверное, пойти в актрисы все-таки? Ну вот у нее, да, у нее как-то сложилось по-другому чуть-чуть. Вот она то есть у меня знакомые по всему миру, и вот очередной раз меня вот позвонили мне, вот нужна вот дублерша, то есть для Риз Уизерспун. И вот, говорит, ваша дочь подошла бы очень к этой роли. И она вот, то есть очень это понравилось, и она, отправляем мы ее туда, она отработала весь фильм, то есть все удачно получилось, все понравилось. Но по возвращению она очень любит животных, то есть судьбу она связала. На сегодняшний день она работает гидом в одной из очень престижных сафари. То есть она связана с этим, она возит людей, показывает животных всех, да, то есть нашла свое предназначение, можно сказать так. Но вы сами тоже сели на коня в довольно юном возрасте, и уже в 19 лет вы были в театре Тугановых, да? Вот можете рассказать коротко, да, об этом этапе вашей карьеры, вот как вы попали в этот театр, как оттуда перешли в театр Кантемировых, вот об этом? Да, по молодости у меня всегда мечта была, то есть из школьных времен, то есть как раз это время Гойко Митича, все, какой-то ажиотаж с этим, да. И у меня вот всегда страсть как-то была вот попасть, вот, связать свою жизнь с лошадьми. Вот. И я, кстати, родился в Средней Азии, в Душанбе. И как раз приезжают Тугановы на гастроли. И вот как-то я связал с ними, вот каждый день я к ним приходил, как-то пытался со всеми познакомиться. И настолько я сблизился, что даже на все свои каникулы я вот ездил к ним. То есть где бы они ни находились, я вот как-то соберусь на недельку или на две, как-то посещу, и вот оттуда пошло у меня все. И мне как-то посоветовали, вот как закончишь школу, мы тебя посмотрим, если ты подойдешь физически, все, мы тебя возьмем на работу. И проходит, конечно, время все, но опять-таки же они были очень популярны, то есть ездили очень часто на гастроли. И по окончании школы они находятся в Южной Америке, то есть очень большие гастроли, очень долгие у них были. То есть я как-то тоже уже начинаю разочаровываться, думаю, забыли про меня. И вот по приезду, когда они приехали, я уже поступаю в сельхозинститут на ветеринара, думал тоже как-то быть рядом с животными, да. И меня находят, то есть звонят, и вызывают вот приехали Махар Мамиев такой был, который тоже был один из руководителей. Вот, приезжает в Осетию. И то есть увидел, побеседовал со мной, и буквально через 2-3 дня отправляюсь на первые свои гастроли в город Сочи. Ух ты! Вот так моя карьера и началась вот с тех времен. Поработал я там года 4-3. Вот, и создали как раз к тому времени Мухтарбек Кантемиров
первый считался в то время в мире конное такое зрелище, конный театр. И мы как-то попали туда на работу к нему. И очень интересно было уже, это совершенно было другое, нежели цирк. То есть там уже как-то более представление театрализованное, все так интересное и более масштабное, будем говорить так. И вот как-то помимо джигитовки мы там и обучивались там всяким другим мастерствам, как бои на мечах или каскады, падения, все вот. То есть многое, да, многое мой опыт, то есть от с конного театра именно вышел. Ну а потом в вашей жизни уже так следующим большим пунктом значится Голливуд. Вот как началась работа в Голливуде и почему из конного театра все-таки решили уйти в кино? Ну, во-первых, когда я попал в Южную Африку, это вот первая моя, куда я бы мог как-то и обратиться с работы, все это все же кино. То есть на тот момент, и, то есть до сих пор в Южной Африке очень много снимают. Вот. И как-то первый мой фильм, пригласили меня как бы участником этого фильма, узнали его. То есть там реклама настолько, мы работали многое время, то есть уже нас начали узнавать, как мы владеем конным искусством. И пригласили меня на фильм, который назывался «Стрелки чести». Этот первый актер был Мартин Шин, с кем я вот познакомился очень тоже близко. Да, он был один из шерифов того, такой ковбойский фильм был. Но путь не такой простой, непростой был, будем говорить. Потому что в каждой стране, чтобы войти то есть в эту группу своих, то есть они пытались всегда отстранять как-то, но это же ассоциация своего, Южноафриканская ассоциация каскадеров, и они скептически всегда как-то и относились к этому, то есть не просто как-то войти вот именно в эту группу, чтобы... Но опять-таки вся моя деятельность и что я показал, какой опыт, то есть моя работа, все, я приблизился и очень быстро стал одним из конников, каскадеров, которые на сегодняшний день, любые фильмы выходят в Южной Африке. У меня своя группа каскадеров, то есть и мой старший сын, дочь, они тоже являются одним из них. То есть они обращаются уже ко мне, то есть какие-то сложные трюки, какие-то падения, завалы. То есть многие тяжелые трюки, я уже делаю постановки. То есть моя работа заключается в чем? Много актеров я дублирую, которые вот, опять-таки, я учу актеров. Многие из них, вот, буду говорить, 80% из них вообще даже не то, чтобы ездили, они настолько боятся даже как-то. И вот всегда в разных там меня замаскируют, там всяких, да, актеров. И вот делаю их как-то более как-то эффектными, как-то более боевыми. А кого было вот интереснее всего вот дублировать, ваш такой любимый персонаж? Ну, много очень было, так очень насыщенное было, да. То есть творческая работа. Да, ну один из моих персонажей был, это буквально 3 года назад мы снимали фильм «Лабиринт». Я дублировал короля, то есть очень такое действие, очень такое большое, съемки очень масштабные были, и мы как-то, это где-то 100 лошадей буквально идет на высоком очень галопе и всех нас подстреливает. Да, вот один из моментов таких, да, то есть я был впереди со своей шашкой, да, ну, к сожалению, коня моего подбивают, и там такое падение исполняю. Ну, вот это такой один из интересных дубляжей, будем говорить. Ну, а в вашей фильмографии, естественно, учитывая наличие коней, наверное, больше всего вестернов, так? Всяких вестернов, там, то есть где участвуют лошади. Любой да, фильм. Всегда любой фильм, то есть... Но приходилось работать с довольно известными такими и режиссерами, и актерами, в том числе и с Квентином Тарантино. Вот кто запомнился больше всего? С кем было вот интереснее всего работать и вот эффектнее, наверное? Вот, наверное, запомнился какой-то фильм? Запомнился, конечно, да. Один из крупных фильмов,
Это был 2007 год. Это назывался он «10 тысяч лет до нашей эры». Он очень был большой. То есть на тот год он был самым дорогим фильмом Голливуда. И директор был Рональд Эммерих. То есть он снял очень большие, крупные фильмы тоже. И как-то в беседе с ним я очень тоже сблизился с ним. Очень великий режиссер. То есть да, известные его очень фильмы. Известный, да. То есть у него вот свой мир, вот когда он смотрит, заходит на площадку, вот он смотрит, даже элементарно камера, то есть все камеры, даже его глаза, вот он смотрит не на том месте, он сразу все это меняет и говорит, вот так вот надо это сделать. Да, поэтому вот он мне очень запомнился. Фильм сам очень крупный был, снимали его 9 месяцев. Это бюджетный очень большой фильм. Но масштабный очень, с спецэффектами. Очень большие спецэффекты. То есть, и в то же время его снимали в 3 разных странах. То есть начали мы его снимать в Новой Зеландии, куда мы отправились именно для того, чтобы снять в горах снег. Ну, вот, буквально проводим мы там 2 месяца, 2-3 месяца, едем в Южную Африку, Намибия. То есть в этих 3 странах произошла вот эта съемка. А кто ваш персонаж в этом фильме? Персонаж я был свой там, то есть у нас там как группа вот этих плохих, там мы там захватываем всех в рабство, все забираем. И одна, кстати, сложнейших трюковых моментов там была, мы как-то проезжаем в лесу, ну, мы там всех в рабстве ведем с собой, и я не знаю, если видели этот фильм, там момент такой, где в лесу появляются птицы-динозавры. Вот одного из всадников выдергивает, то есть ест вот этот динозавр. То есть как это произошло, то есть уже эта графика, все как-то сделали, а мне подсоединяют кабель, как это исполняли, в принципе, в работе, и очень на высоте меня выдергивают из лошади очень с большой скоростью, метров на 25, и вылетаю в воздух. Да. Но, к сожалению, прошла тоже не очень удачно эта сцена. Они выкладывают все эти маты и рассчитали не очень так правильно мой вес. Я прихожу где-то метра 2 до всего этого, то есть на землю прям. Но, к счастью, я то есть одел все свои причиндалы, там все вроде так нормально все получилось, не ушибся очень. Ну, а профессия каскадера, она по сути опасная, а вот не возникало желания все-таки бросить и вот как-то вот побезопаснее что-то себе выбрать? Ну как, я с этим вырос, все в крови, это как-то у меня даже какой-то адреналин всегда, да, вот как что-то сделать такое, что какое-то мало кто делал или как-то. Ну, вырос с этим, и поэтому тоже передаю и детям все это, и у них это в крови уже, да, любят это дело. Но сейчас вы больше, наверное, сосредоточены на своем ранчо, на своих лошадях, которых вы воспитываете, растите, да, наверное, и дрессируете в том числе. Вот сейчас на кино остается столько времени или как-то больше туда? Мало, я, да, больше как-то пытаюсь тоже уделять время там своей лошади. У меня там, то есть, конная школа каскадеров, много детей, то есть обучаю ее. Да, те же лошади, то есть молодые приходят, обучаю как-то всем вот этим моментам. То есть хватает работы очень много. Ну, а школа каскадеров, вот кто туда приходит, там с самого маленького возраста берете? Не совсем. То есть школа каскадеров в основном, у меня люди приходят, кто связан с кино, там каскадеры. Многие каскадеры, которые все умеют, то есть с лошадьми как-то не очень связаны, хотят обучиться этому. То есть, да, кинематография, она очень растет. В Южной Африке там очень огромные студии построены в связи с этим. И поэтому спрос тоже появляется больше и больше. Вы сейчас работаете над своим конным шоу. Вот насколько востребовано такое шоу, например, в ЮАР? Ну, востребовано, то есть я не так, как у меня постоянное конное шоу действует. Я это делаю, то есть кто-то ко мне уже обращается, вот надо сделать такое шоу в определенном месте, я уже тогда его как-то вывожу. То есть постоянного нету. Если это делать, надо находиться как-то все же в большом городе, все это серьезно создавать, то есть на большом уровне. Вот. Ну пока вот как-то так, то есть
непосредственно не всегда. А нравится очень. То есть вот сколько я проделал этих шоу, то есть все без ума, такого второго нету. Не то, что в Южной Африке, а во всем африканском континенте. Ну вот вы говорили о том, что хотите показать это шоу и за пределами континента, там, может, с гастролями поехать чуть ли не по всему миру. Вот насколько реализованы эти планы сейчас? Ну, это пока надо как-то развивать все это, да. То есть это, чтобы выставлять как на большой уровень, это его надо поднять, то есть финансово очень тяжело довести до того уровня, которого я хотел бы, перед тем, как его вывозить за пределы. Вот что касается Северной Осетии, вы представляете две такие большие сферы, как конный спорт и как кинематограф. А сейчас с этим здесь большие проблемы, потому что и конный театр «Нарты» испытывает огромные финансовые проблемы, и Северо-Кавказская студия кинохроники, опять-таки с большими финансовыми проблемами. Вот что сейчас здесь можно сделать, чтобы развивать оба этих направления? То есть, потому что деньги пытались вроде как собирать, но и государство вроде как помогает, пытается, по крайней мере. Но все-таки вот эти два направления, они вот заглохли сейчас. Ну что делать? Ну да, к сожалению, да. То есть у нас вот здесь люди самые такие наездники, которые ценятся по всему миру. Кинематография тоже у нас очень хорошая. Вот единственное, что бы я вот посоветовал, как-то рекламировать, больше фильмов снимать, не только вот осетинского жанра, и не только вот приглашать даже зарубежный кинематограф, как-то поднять эту отрасль. Ну, вот, в принципе, так же и получилось в Южной Африке, то есть им понравилась вот природа там, все, как началось это все. Вот. И на сегодняшний день, то есть вот эта отрасль очень поднялась. Ну, то есть в этом направлении как-то там нужно тоже как-то... Можно привлекать зарубежных режиссеров, чтобы они снимали свои фильмы просто здесь, да, пока как площадку для съемок. Вот именно, площадка для съемок, то есть с этого как-то может произойти толчок в пользу, да, всей республики. А вот вы как-то можете посодействовать этому? А я содействую, да, всегда вот с режиссерами, все. Кстати, у меня какой-то сценарий был, и я обратился к режиссерам, ну, пока рассматриваю, там, ответа пока не дали, но пытаюсь как-то все же показать им здесь наши прекрасные горы. То есть здесь все есть для того, чтобы снять хорошие фильмы. А что касается вашей карьеры в кино, вот сейчас какой фильм в разработке или уже закончили, над каким фильмом работу? Вот, кстати, очень удачный фильм, последний фильм мы сняли, очень тяжелый был. Он называется «Человек Севера», сага викингов, если я его правильно переведу так. Иной раз вот как-то и с именами, с переводом бывает совершенно разные. Вот, он по-английски называется «Northman Viking Saga». Вот. Но это кинематография Швейцарии снимал этот фильм. Очень маленький бюджет был, но он настолько удачный получился. Вот он буквально была премьера в середине октября. И уже какие-то призы, уже первое место где-то заняла на фестивале. Да, то есть уже ролик вышел, он буквально должен появиться. Уже вроде и люди говорили, что видели какие-то рекламные ролики. Мне очень понравилось. Ну, то есть вы не делаете акцент на масштабном кино, на высокобюджетном кино, а даже вполне себе такие малобюджетные, может, даже авторское кино, да? То есть и туда тоже, почему нет? Конечно, почему бы нет, да. Но я опять-таки смотрю на, даже не важно на бюджетные фильмы, а вот именно вот, чтобы была работа в том плане, чтобы достаточно было вот моей трюковой работы. Бывают многие фильмы, там не особо, я уже как-то и не соглашаюсь к этому. А вот как проходит работа по подготовке этих трюков, да? Вот с самого начала, наверное, до самого конца, что происходит? Ну, обычно сюжет уже, там все распланировано, какие трюки, все. Вот у меня и лошади уже готовые, натренированные по всем этим жанрам. То есть для завалов, то есть лошадь для падения нужна, или для свечки, или, то есть все это у меня есть наготове. И обычно как, дают какое-то время, месяц-два, в зависимости от бюджета тоже фильма, перед фильмом дают, чтобы подготовить все эти кадры, все. То есть проходит очень интенсивная такая работа, все, чтобы было просто в кино, это
такое дело, что нельзя там как-то наполовину подготовить. Это надо было, чтобы 100% вышел на площадку и все это сделал. Но сейчас, может, как-то уже отходите сами отделы, привлекаете других каскадеров, своих учеников, или все еще сами, вот, все еще сами в седле? В седле до сих пор, да. Пытаюсь отойти, ну вот возьму я вам сейчас пример. Вот фильм «Лабиринт» такой, вот я вот перед этим говорил. То есть там других назначили, каких-то других дублеров, каскадеров. И опять-таки же были те люди, которые с лошадьми не очень были связаны. Упасть-то любой может, но когда не чувствуешь лошадь, уже это намного тяжелее. То есть уже травмы пошли, кто-то попытался сделать, и лошадь как-то они покалечили. То есть и меня начали в один и тот же день два главных актера, то есть меня переодевали с одного костюма в другой, то есть вот целый день вот так. То есть уже знают, если работа должна была выполнена, то есть и меня пытаются как-то все-таки задействовать, да. Ну, с профессионалами работать легче все-таки. Ну да, то есть человек уверен уже, да, вот он сделает, все будет нормально. А что касается, ну, может, даже вопрос немножко неправильный, но все-таки труд оплачивается по достоинству или как? Я бы не сказал, не. Даже ЮАР, почему он... Как Голливуд, я вот вкратце просто расскажу. Определенные страны есть. Это можно взять Мексика, потом вот, в Азии Марокко, страны Южной Африки. То есть они всегда смотрят тоже, то есть они не разбрасываются деньгами, чтобы где-то малобюджетный для них снять. То есть американцам своим то есть снять фильм с той же Америки будет это вдвойне дороже, нежели даже выехать вот в страны такие. То есть у них уже цены, конечно, поменьше, нежели по достоинству, как вы сказали, должны платить за это. Но они выбирают вариант подешевле, получается. Всегда, да. Сейчас вот сколько сценариев, может, вы получаете? Там вы говорите, что есть предложения, и предложений много, иногда приходится отказывать. Вот сейчас, может, есть какие-то несколько сценариев от определенных режиссеров, и если вы можете, вы, может, расскажете о них? Ну, пока вот с фильмами как-то вот последний месяц-два я как-то занят у себя на ферме, на ранчо, да. Пока вот таких хороших сценариев, чтобы заинтересовало, пока мне нет такого. Ну вот был какой-то фильм, вот, в котором вы бы хотели принять участие, да, но вот не получилось. Вот, кстати, и за счет сейчас приезда был фильм, вот на сегодняшний день, сейчас его снимают, вот название как-то даже я упустил, но там снимается Шарлиз Терон и Шон Пенн. То есть меня пригласили на этот фильм, но я вот из тех, то есть вот с этим приездом Гойко Митча привезти сюда, я вот не смог как-то поучаствовать на нем. Ну вот жалеете о том, что вот пришлось так сорваться? Не очень. Я думаю, для меня это было важнее, чтобы как-то привести легенду в свою республику и ознакомить его с нашим народом. Ну, жители Северной Осетии были очень благодарны. Я знаю, очень много людей были в восторге от этой встречи, потому что такая, знаете, кумир детства, и все-таки выросли все, очень много людей на его фильмах, поэтому как-то вам спасибо от всех, наверное, за то, что все-таки вы привезли. Пожалуйста. Я просто по себе это знаю, как мне было приятно, и поэтому я как-то считал поделиться это в первую очередь же со своим народом. Как-то все же узнали его, что поближе. Просто вот я многим говорил тоже, я работал очень со многими актерами, но одно дело бывает на экране какие, а другое дело в жизни. То есть он как был на экране, то есть все соответствовало, какой он по жизни. То есть до сих пор он очень благородный, очень добрый. Да, и поэтому это одна из таких качеств меня привлекла тоже, чтобы его как-то все же пригласить сюда. Вы сами сколько здесь еще пробудете, наверное, и какие планы вот на ближайшее время? Ну, планов, то есть вот вся поездка была вот именно из-за этого, да. То есть я очень надолго тоже приехал, буквально 22-го я уже улетаю обратно. То есть много очень там тоже. Дела не ждут. Делов, да, то есть отсутствие всегда как-то уже и тяжелее там. То есть хозяйство очень большое, надо как-то смотреть и как-то его вести. Ну, мы желаем вам удачи в любом случае, потому что как-то приятно осознавать, что земляк, и он же в Голливуде, и ставит такие большие эффектные фильмы. Как-то приятно смотреть, мы будем следить за вашей карьерой, и я надеюсь,
увидим вас здесь. Кстати, можете поздравить. Вот хочу свою благодарность выразить тоже главе нашей республики. Вот мне дали звание заслуженного артиста Северной Осетии. Вот последний день, кстати, у нас была встреча с Таймуразом Мамсуровым. Вот, были знакомы они, познакомились с Гойко Митич, очень прошла так встреча, очень красиво, да, большие впечатления остались. Ну, признание родной республики, наверное, вдвойне приятно. Всегда, конечно. Мы вас поздравляем с наградой тоже, и все-таки желаем успеха в дальнейшем. Надеюсь, труд будет все-таки оплачиваться по достоинству, это немаловажно. Спасибо Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо большое. А нашим зрителям я напоминаю, что сегодня у нас в студии был каскадер Эльбрус Уртаев. С вами мы увидимся ровно через неделю, в следующий понедельник. Меня зовут Яна Гайгиева. Всего доброго и до встречи.